Вернемся мы с победой. Да. Яшел Үзән муниципаль районы хәрби комиссариатыннан иш Яшел Үзәнлене махсус хәрби операцияга озаттык. Родился в Зеленодольске, жил в Кабачище, внизу. Работал полжизни на заводе судосборщик я. Потом сантехником работал. Слесарь, механосборочных работ. Это уже на заводе Сергу последнее место работы. И вот сейчас вот, решил отправиться. У меня семейное положение тяжелое. Дочка у меня старшая. 4 внучки. Уже, да? 4 внучки у меня, да. 13, 14, 10 и 4. Вот. Решил помочь им. Младшая погибла. Трагедия. Машина ее разбила. Давно? 5 лет назад. Продолжается набор на контрактную службу. Каждого кандидата мы сопровождаем по медицинской комиссии. Также у нас, оказывается, ведется работа с семьями мобилизованных, контрактников, участников специальной военной операции. В Зеленодольском районе, в городе Зеленодольск, работает фонд «Защитники Отечества» совместно с исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района по оказанию помощи семьям мобилизованных и наших призванных ребят, которые участвуют в специальной военной операции. Также у нас продолжается сбор гуманитарной помощи. На сегодняшний день в городе Зеленодольске работают 7 пунктов сбора гуманитарной помощи. На сегодняшний день отправлено порядка 60 тонн груза в зону специальной военной операции. Родился я в поселке Мараки, Республики Марий-Эл. Живу сейчас в Нижневязовых, Зеленодольского района с 2008 года. Отец 3 детей, 3 сына. Собрался на СВО, думал год, взвешивал все за и против. В итоге окончательное решение: надо ехать. Как семья отреагировала? Переживает, но в общем положительно. Старшему 13, среднему 11 и младшему 9. Решение откуда такое возникло? Информационный фактор, ты же периодически все равно видишь, что происходит, Я и в армии служил, у меня все равно какие-то патриотические чувства есть. Думаешь, там финансовая сторона все равно тоже имеет значение. Конечно. Где родились? В Казани. Сюда приехал полгода. Работаю электриком. Жена у меня, конечно, инвалид. Сейчас в больнице находится. Вот. А сын учится. Сегодня провожал меня до военкомата. Учится где? В школе. В школе школьник, да, еще? Да, школьник, да. 15 лет ему. Понимаете, у меня племянник 2 года там служит. А почему я не должен сходить служить? Вот так вот.